Работа по восстановлению мельчайших подробностей совершенных преступных деяний. Следствием отрабатывались различные версии, в том числе о наличии у круга личных конфликтов, корыстном мотиве совершения преступления, а также совершения преступлений лицами, ранее судимыми и наркозависимыми. В ходе работы над установлением причастных к совершению преступления лиц в поле зрения правоохранительных органов попали члены банды «Тверские волки», действовавшие в то время на территории города Твери и Тверской области. На причастных к совершению убийства Михаила Круга проверялся в том числе член указанной банды Александр Агеев, который полностью отрицал свою причастность. В 2019 году в рамках осуществления следователями Следственного комитета деятельности по раскрытию преступлений прошлых лет получена дополнительная информация от коллег с УМВД России по Тверской области об обстоятельствах совершения убийства Михаила Круга, в связи с чем предварительное следствие по делу было возобновлено. Благодаря тесному взаимодействию следователей и криминалистов Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области, сотрудниками областных УМВД, МЧС, УФСИН России, спецподразделений Росгвардии, оперативности исследования полученной информации и слаженности работы указанных правоохранительных ведомств были установлены лица, причастных к совершению данного преступления. Следователям регионального Следственного комитета России и сотрудников МВД России по Тверской области проведен комплекс следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Так, показания Александра Агеева полностью проверены и нашли свое объективное подтверждение собранными доказательствами по уголовному делу, показаниями и иными документами, которые логичны, последовательны, взаимосвязаны и отражают всю картину происшествия, протоколов осмотров, заключением судебных экспертиз и иных следственных действий. С учетом смерти Дмитрия Веселова, подозреваемого в убийстве певца Михаила Круга, следствием принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования 23 сентября 2019 года. Предлагаю задавать вопросы. На все интересующие ваши вопросы я и мои коллеги постараемся развернуто ответить. Алексей Косоров, Телеграм. Скажите, пожалуйста, помимо слов Агеева, причастность к убийству, точнее то, что стрелял именно Веселов, чем-то еще доказано? Нет ли такой вероятности, что в связи со смертью Веселова стрелял все-таки Агеев, а потом переложил вину на своего подельника? Вопрос понятен, объясню. Вот бытует, к сожалению, такое мнение и в средствах массовой информации, и, может быть, на обывательском уровне, что получили явку с повинной от некого Агеева, следствие на этом, скажем так, осталось довольным, повесили всю вину на невинного человека, который преследовал свои интересы покататься, побыть на Тверской родине, и на этом как бы дело и расследование данного уголовного преступления завершено. Совершенно не так. Чтобы было всем понятно, признательные показания Агеева, я бы назвал ее вишенкой на торте, которая в целом в последующем дало общую картину, корреспондируемую со всеми иными доказательствами. Агеев тоже не просто так признался. Это ошибочное мнение, что он написал явку с повинной, находясь в местах лишения свободы. Совершенно это не так. Коллеги с УМВД более подробную информацию в этой части расскажут. Проводилась колоссальная работа и следственным путем, и оперативными подразделениями. Она оперативными службами проводилась непрерывно. Следственным путем мы это отрабатывали эпизодично с момента возобновления следствия на разных этапах его расследования. И приходили к выводу о том, что в данном совершении преступления приняли участие Веселов Дмитрий и Агеев Александр. И эти доказательства получены не только из показаний Агеева. Допрошено ряд свидетелей, которые в совокупности подтвердили тот факт, что они находились в этот вечер в так называемом деле. В последующем стало известно, какое дело имелось в виду. Есть ряд свидетелей, с которыми успел пообщаться Веселов Дмитрий перед своей кончиной, который выражал свою озабоченность о том, что его могут отомстить за то, что он исполнил Михаила Круга. Он сам лично, Веселов, перед смертью успел рассказать самым близким о подробностях совершенного данного преступления. Может быть, не о подробностях, но об обстоятельствах, которые потом в последующем стали нам известны. Да, люди действительно длительное время, может быть, молчали. Это заслуга наших коллег из МВД, и следователей в частности, и отдела криминалистики, у которых в совокупности удалось собрать воединую картину совершенного преступления. А Агеев, он лишь только внес свою лепту и подтвердил всю ситуацию в целом. Даже без признательных показаний Агеева
Я считаю, что преступление считалось бы раскрытым, и решение было бы принято точно так же. Илья Гусаров, местное время. Я уточню вопрос коллеги, все-таки немножко уточню. Кроме субъективных доказательств, показаний свидетелей, есть ли объективные доказательства? Изъяты ли на месте происшествия отпечатки пальцев рук Агеева либо Веселова? Найден ли пистолет, из которого был убит Круг? Это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса. Насколько известно, Галина Журнова давала свидетельские показания, подтверждающие алиби Агеева. Отказалась ли она от своих показаний? И если нет, возбуждено ли в отношении уголовное дело, как и с седьмой? Два вопроса. Давайте я ответ разделю с коллегой, со следователем Дубасова, чтобы не говорить одному за всех. Касаемо орудия преступления. Давайте, наверное, поэтапно расскажу, как это стало известно. В совокупности материалов уголовного дела, не только показания, установлено, что Веселов при себе имел, как правило, два пистолета. Пистолет марки ТТ и ПМ. Об этом говорят лица, исходящие в круг его общения, говорят близкие люди, об этом говорит сам Агеев. Значит, на дело, так называемое, как они его называют, совершенная, как планированная кража в помещении места жительства Михаила Круга, со слов Агеева о том, что пистолет находился в пользовании Веселова именно в этот вечер, он не знал. Вот. При этом нами достоверно установлено, что Веселов при совершении ряда убийств использовал именно пистолет ТТ и ПМ и других преступлений, не связанных с Михаилом Кругом. В последующем нами был установлен свидетель некий Осипов, который осужден за убийство Веселова Дмитрия. Это известный факт, приговор постановлен и вступил в законную силу. В своих показаниях он говорил, что во время общения с Веселовым, у него был определенный мотив этого общения, не буду углубляться в подробности, им получена информация о том, что Костенко, лидер организованной преступной группы «Тверские волки», заказал совершение кражи в жилище Михаила Круга, подробности расскажет коллега, и при этом очень переживал, что получилось так, что Михаил Круг во время исполнения данного заказа погиб, поскольку он этого не заказывал. Это достоверно установлено материалом уголовного дела. В последующем, во время получения данной информации, Осипов, скажем, испытал к ним определенную неприязнь, у них возник конфликт. В этой связи он совершил убийство Веселова. Да. После убийства было обнаружено два пистолета, ПМ и ТТ, тех же марок. В последующем, после совершения убийства, эти пистолеты были разобраны и выброшены в пруд, водоем. В ходе проведенных мероприятий по осушению данного болота, данного пруда, отысканы, скажем так, составные части этих пистолетов. Пожалуйста, представляю на обозрение. Составная часть пистолета ТТ, выброшенного Осиповым после убийства Веселова. Вот составная часть пистолета ПМ. Подержите, Владимир Петрович. Давайте покажем, что все было понятно. И вот, соответственно, мероприятие по отысканию данных предметов. Ну и для общего обозрения составная часть пистолета ТТ. То есть из каких запчастей состоит ТТ. Объясняем. Во время осмотра места происшествия были обнаружены пули и гильзы, с которых гильзы пистолета, с которого производились выстрелы в собаку и Михаила Круга. Была проведена экспертиза, ряд экспертиз, и экспертным заключением установлено, что стреляли из пистолета марки ТТ, то есть патронами 7,62. Значит, пистолет обнаружен в болоте. Дай, пожалуйста. По указанию Осипова данный пистолет принадлежал именно Веселову, также являлся маркой ТТ, но он не имел ствола, потому что ствол, как я показал ранее, он отделяется, в отличие от пистолета ПМ. Если ПМ был обнаружен вместе со стволом, как неразрывная его часть, то в особенностях строения пистолета ТТ ствол и другие запчасти разделяются на более мелкие детали. К сожалению, в ходе повторных даже осмотров места происшествия установить маленькую деталь в виде коротенького ствола ТТ нам не удалось. Идентифицировать именно с этого ли пистолета были произведены выстрелы и совершено убийство со стопроцентной гарантией, заключенным экспертом, мы сказать не можем. Но вместе с тем совокупность доказательств, показания о том, что Веселов имел при себе пистолет ТТ,
то, что при смерти, после убийства, был обнаружен пистолет ТТ, и он был обнаружен, и приговором признан вещественным доказательством в отношении Осипова, этот факт как бы остается неоспоримым. Касаемо иных субъективных доказательств, касаемо Живновой, я предлагаю ответить на вопрос Алине Владимировны Дубасовой. Слышали те ее, как бы, скажем так, показания или ее комментарии, которые она давала в средствах массовой информации. Есть что нам ответить на это, и постараемся более подробно вам об этом рассказать. Скажи, пожалуйста, касаемо Живновой. Касаемо журналиста, бывшего журналиста Живновой Галины Викторовны, которая ранее являлась директором РИА «Гала Пресс» города Твери. Живнова являлась близкой подругой преступного авторитета Костенко, подругой детства. Именно Костенко присоветовал Живновой пригласить Агеева в качестве охранника ее сына. Живнова прониклась к Агееву теплыми чувствами, считала его своим сыном. Неоднократно на протяжении следствия, в том числе по уголовному делу по банде волков, приговором которого Агеев, Осипов и иные лица осуждены к пожизненному лишению свободы в 2009 году, Живнова давала показания, пытаясь выгородить Агеева, создавая ему тем самым алиби. Еще в 2009 году, в том числе за совершение Агеевым убийства 4 лиц в Максатихе, Тверской области, Живнова говорила, что в день убийства он не мог находиться на месте совершения преступления, так как находился рядом с ней у нее на даче. Данный факт, соответственно, принят судом во внимание и судом в приговоре оценен как дача Живновой ложных показаний в связи с тем, что она относится к Агееву как к сыну, пытается помочь последнему избежать уголовной ответственности. Аналогичная ситуация у нас и по данному уголовному делу произошла. Соответственно, Живнова, опять же, по просьбе Агеева, то есть Агеев, находясь в следственном изоляторе в 2008 году, на тот момент у него была возможность, где-то он там нашел сотовый телефон, и после того, как начались очередные следственные действия по уголовному делу, возможному по факту убийства Михаила Круга, Агеев позвонил Живновой и попросил помочь ту с созданием алиби для него, сказав, что она была вместе с ним у нее на даче. Естественно, Живнова согласилась и начала давать такие показания. Агеев сейчас подробно рассказал о том, что он звонил Живновой об этой просьбе, подтвердил эти показания в ходе проведения очной ставки. Живнова до настоящего времени настаивает на том, что он был с ней на даче совместно, в том числе со своей девушкой. В настоящее время следствием установлен еще один человек, которому звонил в 2008 году из следственного изолятора Агеев, которого он просил найти свою бывшую девушку и попросить ту сходить к следователю и дать показания относительно того, что она в день города Твери находилась весь день с ним. И данный человек, и сама девушка сейчас на настоящий момент установлены, они допрошены в ходе следствия, оба подтверждают тот факт просьбы Агеева. Помимо того, девушка утверждает, что тогда же, в 2008 году, ее разыскала журналистка Живнова, которая начала ее умолять, буквально плакала, она в своих показаниях об этом говорит, и просила ее сказать о том, что Агеев в течение всего дня города Твери был вместе с ней. Однако девушка отказалась давать ложные показания и пояснила, что в день города Твери она Агеева не видела, ни на какой даче она не была. Помимо всего прочего, Агеев свои показания подтвердил в том числе при прохождении так называемого детектора лжи на полиграфе. Оснований не доверять показаниям Агеева, которые он подтвердил на полиграфии, никаких реакций, свидетельствующих о том, что он лжет, не выявлено. Вместе с тем сама Живнова от прохождения исследований с использованием полиграфа отказалась в категорической форме. Лингвистика. Ну, у нас еще, да, есть заключение лингвистической экспертизы, опять же, по показаниям Агеева, которые подтверждают то, что он дает правдивые показания, не фантазирует, конструирование ложных сообщений в его показаниях отсутствует. Сама же Живнова, обладая статусом свидетеля по уголовному делу от прохождения данной экспертизы, отказалась. Принудительно мы ее в статусе свидетеля заставить не можем. В настоящий момент по уголовному делу в отношении Живновой выделен в отдельное производство материал проверки по факту совершения ей преступления, предусмотренного статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это дача заведомо ложных показаний. И еще, отвечая на ваш вопрос касаемо отпечатков пальцев. Агеев поясняет, что стандартная комбинация тех лет была такая, что Костенко создавал проблемы лицам, с которых хотел получать определенную выгоду, сам же решал эти проблемы, человек обращался к нему за помощью и, соответственно, становился ему обязанным.
Поэтому Агеев пояснил, что ситуация с домом Круга не вызвала для них никакого ажиотажа, это было фактически для них обыденное поручение, что в дом какого-то соседа зайти, то же самое сделать, другого там, предпринимателя, коммерсанта, еще какого-то влиятельного лица. Точно так же и дом Воробьева. На все эти дела они, естественно, одевали перчатки в целях конспирации. У них с собой были маски, поэтому отпечатков пальцев они не оставили. В связи с этим дактилоскопическая экспертиза обнаружила отпечатки пальцев в доме только самих проживающих в нем лиц. Посторонних лиц нету, опять же, в связи с тем, что сам Агеев поясняет, что они перчатки там не снимали. О перчатках говорит также, получается, потерпевшая, на которой было совершено нападение. Потерпевшая, да, это Что она теща почувствовала грубую Михаила. перчатку на лице в то время, когда закрывалась. Можно? Ну вот вы упомянули то, что Веселов использовал эти пистолеты и ранее, да, совершая убийство. Но дело в том, что ни в делах по убийству Максатихи, ни в делах по убийству Кимов Веселов не значится как стрелок. Ну, то есть он там как свидетель проходит, но уже умерший на тот момент. Вот, а о каких убийствах вы говорите? То есть он совершал еще убийства? Да, однозначно. Конечно. Это у нас установлено, в том числе приговором суда 2014 года. Тверской областной суд вынес еще один приговор в отношении членов банды Волков, Агеева, Осипова, Левыкина и Баскакова. В отношении Веселова в тот период времени уголовное дело было прекращено. Уголовное преследование по основанию предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 24, то есть в связи со смертью подозреваемого. Многие свидетели, ну и в том числе непосредственные соучастники преступлений, тот же Агеев, сообщили следствию о том, о совершении Веселовым ряда иных преступлений. В частности, одно из них – это убийство депутата Котова в помещении редакции, руководителем которой являлась Живнова Галина, которая активно пытается выгородить Агеева. То есть убийство потерпевшего было совершено в здании редакции Живновой. То есть это также указывает на тесную связь Живновой, ее личную заинтересованность в минимализации, скажем так, ущерба Агеева. В этой связи это является одним из мотивов выгораживания. И по поводу убийств, наверное, сотрудники полиции нам скажут, там еще был двоих лиц Веселовым совершено убийство. Великого певца Михаила Круга было делом чести для раскрытия такого преступления для Тверской полиции. И работа, про которую вот уже говорилось, действительно не прекращалась, в общем-то, на протяжении всех этих 17 лет. Вот. И в настоящее время, благодаря проводимым мероприятиям, выясняются обстоятельства также и убийств, которые причастны как Агеев, так и Осипов, которые были совершены ранее и на территории других районов нашей области. В частности, убийство коммерсантов Максатихи и в Торжке. Ну вот более подробно мой коллега, замначальника уголовного розыска области, может пояснить. Ну, в подробности особо вдаваться, наверное, нет смысла, потому что по данным делам есть уже состоявшиеся приговоры суда. Значит, установлено на настоящий момент, что бандой Волков было совершено несколько убийств по трупам, всего на них около 30 потерпевших. И представители преступной среды, и предприниматели, которые были совершены, в общем-то, убийства по заказу. Плюс к тому они убивали своих подельников для того, чтобы органы правопорядка не вышли на их след. То есть если кто-то из их соучастников, грубо говоря, оставляет какие-либо даже мельчайшие следы на месте происшествия, этот человек сразу исчезал.
Вот, в общем-то, основная часть данных преступлений задокументирована уже и состоялись приговоры суда, но, опять же, это еще не все, работа продолжается на настоящий момент. Результаты, я думаю, что вы все узнаете позже. Работу по раскрытию преступления, совершенным указанными лицами и членами банды волков, тем же Агеевым, Осиповым, она сейчас в настоящее время ведется и уже раскрыто несколько убийств, о которых мы пока не освещаем в средствах массовой информации, которые нашли свое подтверждение. Эти убийства совершены в каких-то случаях Агеевым, в каких-то случаях Осиповым. То есть сам факт. Вопрос можно? Да. Агеев просит что-нибудь за это? Ну, скажем так, я понимаю, что такое сделать следствием сейчас в принципе невозможно, но тем не менее, рассчитывает ли он, есть ли такие сведения, получить 25 лет? Абсолютно никаких преференций, связанных с укорачиванием срока пребывания. Я напомню, что Агеев приговорен к пожизненному лишению свободы. Как принято говорить, сломать приговор мы и не в силах, и не можем такого пообещать. И он, соответственно, как здравомыслящий человек, об этом просить не имеет права морального. Каких-то преференций он для себя не требует абсолютно. То есть он не просит там отменить приговор, он не просит изменить там режим отбывания наказания, не просит там каких-то обычных вещей. То есть он в принципе был обложен теми доказательствами, которые добыты следственным путем, оперативным путем. Ему все это разъяснено, объяснено, чем это подтверждается, его причастность. И он мог, конечно, оставаться на своих же показаниях и непричастности. Если вам вот сильно натянут вот этот мотив, вот глядите, пойти круга, да, как ловко, извиняюсь, развести его, ну, плати нам теперь за то, что мы тебе помогли, а потом убить своего человека за то, что кто-то неосторожно был, ну, не совпадает. Вот видите, тот же Костенко, он был готов на то, чтобы Круга, ну, так сказать, поставить к нему людей, подставить его на деньги, чтобы Круга платил деньги, а потом Круга убили. И, ну, как-то нелогично получается. Значит, надо убивать одного из самых сильных членов своей банды, одного из приближенных Волкова. Давайте убьем за то, что убил Круга. Надо То знать. есть развести Круга можно, на деньги поставить его можно, а вот убивать его нельзя. Ну, как-то вот, ну, это вот для Дарьи Донцовой, для рассказа, вот этот мотив, он как бы подходит. А вот для нормальной банды Костенко, то есть... Мне интересно, вы жили в те годы в Твери? Да, я уже более... Жили в Твери? Как коллеги знают, чтобы было понятно, я на пенсию ушел начальником отдела расследования бандитизма. Понятно. То есть вы прекрасно понимаете, как работала банда волков, и не только они, в 90-е и в начало 2000-х. К сожалению, мы вынуждены сейчас признавать и понимать, почему ситуация была таким образом. Надо знать взаимоотношения Круга с Костенко, Северовым, известным как Саша Север, с которым у него были дружеские отношения. Михаил Круг, он действительно пользовался большим уважением и сейчас продолжает им пользоваться. И для не только тверичан он является человеком авторитетным, творческим и действительным, чья потеря, чья смерть для каждого любителя, сейчас расскажу, любителя его творчества, она является как бы потерей. Касаемо взаимоотношений Костенко. Вот Алина Владимировна правильно сказала, была стандартная, несложная, простая схема, те лица, которые не шли на сотрудничество, но при этом силовым методом на Круга ни у кого не поднималась бы рука, его, так сказать, прогнуть и заставить платить определенную дань, а ему было высказано предложение. Это установлено материалами дела, это установлено прямыми показаниями лиц, в том числе, которые слышали эти разговоры, присутствовали при этих разговорах и понимали, о чем идет речь. Где Александр Иванович Костенко предлагал Михаилу Кругу за дружбу, за общее покровительство, за обеспечение безопасности часть гонораров, получаемых с концерта, платить именно этой банде. Так, Алина Владимировна? Да. Зная Михаила Круга, то есть его личные качества, мы прекрасно понимаем, что он нестандартный человек, нестандартный коммерсант, который за свою безопасность готов с кем-то был делиться. Он был уважаемым, этим уважением пользовался и понимал, что необходимости в этом нет. Кроме того, были друзья, такие как Северов, который был тоже криминальным авторитетом,
который близко дружил с Михаилом Кругом и, так сказать, обеспечивал ему какой-то части даже безопасности. Это не понравилось Костенко. Это, опять же, установлено материалом дела. Это не мое личное мнение. Как так, что кто-то не хочет ему платить, даже Михаил Круг. И это являлось мотивом создания ситуации в виде совершения кражи. Таким образом, дать понять Михаилу Кругу, что вы неуязвимы, товарищи, при всем вашем уважении в Тверской области, что в ваш дом могут войти, могут украсть, а могут и убить. То есть поэтому было спланировано совершение тайного хищения имущества. Оно для исполнителей, таких как Веселов и Агеев, не было чем-то невыполнимым. Это стандартное дело, которое они могли выполнять там, через день. Но что-то пошло не так, как показывают сами свидетели. Зачем же потом Веселову, если вы вот так вот рассказываете, за что же Веселову тогда было? Веселов, То есть развести Круга можно, а вот ну, по Веселову немножко другой мотив. то есть Расскажи. Давайте, да, я вам поясню ответ на данный вопрос. Если говорить о банде Волков и о Костенко, нужно, наверное, отметить то, что, в принципе, там было некое разделение. То есть Агеев всегда работал в паре с Веселовым, и они были наиболее приближены к Костенко. Костенко не искал третьих лиц, чтобы передать через них какие-либо заказы. Он напрямую звонил Веселову и Агееву, вызывал их к себе в дом и давал там указания. Другой частью этой банды был Осипов. Осипов-старший, Осипов-младший и Баскаков. Отношения между Агеевым и Веселовым с одной стороны и семьей Осиповых и Баскаковым нельзя было назвать дружескими. Вот прям чисто дружескими. Да, их связывала определенная их работа, скажем так. Но при этом тот же самый Веселов Дмитрий, он не дружил с Осиповым-младшим, не общался с ним. Он, естественно, уважал одного из руководителей банды, это Осипова-старшего, но не Осипова-младшего в данном случае. Когда наиболее близкие для Костенко члены банды Веселов и Агеев были направлены в дом Круга, естественно, об этом Костенко не ставил в известность ни Осипова-старшего, ни Осипова-младшего, ни Баскакова. Когда Веселов ему сообщил о том, что так получилось, Костенко был в ярости. Это подтверждают те лица, которые находились в тот момент в доме Костенко. Это его охрана, некоторые из которых живы до настоящего времени и дали показания по уголовному делу. Это и кто-то из тех лиц, которые на тот момент как бы тем или иным образом входили в группировку Костенко. Все это подтверждено свидетельскими показаниями. Но при этом Костенко указание убить Веселова за то, что тот совершил убийство Михаила Круга, никому не давал. И он к этому не стремился. Наоборот, он сказал и Веселову, и Агееву забыть об этом, закрыть свои рты и больше никогда об этом не вспоминать, что последние и сделали. Осипов-младший по своим каналам уже начал потом проверять, искать компромат на Костенко, потому что Осипов-старший на тот момент хотел полностью завладеть ситуацией в Твери и в области, и им было уже мало места вдвоем с Костенко. И Костенко опасался Осипова, потому что тот был, скажем так, боевым крылом этой банды. Он искал исполнителей, он находил оружие и все прочее. И, соответственно, Осипов-младший уже решает совершить убийство Веселова, и он не ставит в известность об этом Костенко. Он не говорит Костенко, что это он убил. Более того, как бы на тот момент и Костенко не знал, куда делся Веселов, и другие представители преступного мира не знали, куда делся Веселов. Тот же самый Север начинает выяснять по своим каналам, кто мог быть причастен к совершению убийства Михаила Круга, и он выходит на Веселова, но Веселова уже нет в живых. И он сам поясняет, что я бы и хотел отомстить, а было некому. Один сидит, а второй в могиле. Он об этом, кстати, сказал и на интервью. И на допросе. И на допросе следствия. Расшифровал, кого он имел в виду, кто сидит на пожизненном, имея в виду Агеева, а на том свете, имея в виду Веселова. То есть и в криминальном мире эти обстоятельства были тоже на своем уровне в какой-то части известны. «Комсомольская правда». Это в каком году он признался? И вот второй вопрос тоже. В 2008 году Ирина Круг на опознании узнала Агеева. Почему так долго все-таки с Агеевым все это тянулось? Да, значит, по поводу признался, в каком году это вы относительно Северова задаете вопрос? Северов допрошен в 2019 году.
Он дал данные показания, подтвердил, что в интервью в одному из телеканалов, когда он говорил, что один в земле, а один на пожизненном, он имел в виду Веселова и Агеева, потому что это было им установлено еще на момент начала 2003 года. Касаемо второй части вопроса по поводу опознания Ирины Круг-Агеева. В ходе опознания, то есть Агеев уже на момент 2008 года начал проверяться на причастность к совершению данного преступления, да, и потерпевший был предъявлен для опознания. 100% она его не опознала. Она сказала, что человек похож на того, кто был в доме. Агеева она опознать не могла, тот был в маске. Вместе с тем, если сравнить фотографии Веселова Дмитрия и Агеева Александра на период 2002 года, они очень похожи. В дальнейшем Ирина сама говорит, что могла и ошибиться, что они очень похожи на тот момент, и тем более там не было в момент совершения преступления, не горел полностью свет, то есть освещение было приглушенное, телевизор работал. А она говорит, я могла просто ошибиться. Вот это касаемо проведения опознания. А предъявить ей Веселова живым для опознания, к сожалению, у следствия уже не было возможности. Но вместе с тем ей предъявлена была видеозапись свадьбы Осипова-младшего, на которой в том числе изображен Веселов Дмитрий. И она пояснила, что да, действительно, это вот похожий человек. И они очень похожи. Дмитрий Веселов и Александр Агеев, они внешне очень похожи. Сам Агеев в своем допросе говорит, что, говорит, когда она меня опознала, она, скорее всего, меня перепутала с Веселовым. И видеть она моего лица не могла, она видела его лицо. Я был в маске, а Веселов маску не одевал. Это установлено лицами, в то время находившимися в доме Круга. Это и теща, и сама Ирина Круг. Что лицо в темноте было видно только одного, а второй либо находился в темной части комнаты, не видно было вообще его силуэт, либо находился в маске. То есть это все в совокупности, в принципе, общую картину для нас прояснил. Факт. Можно еще вопрос? Скажите, пожалуйста, когда был следственный эксперимент, почему родственники Ирины были не допущены? В смысле не допущено? Ну, Это тайна следствия. Да. Тайна следствия. Почему? Проживающий в доме, где проводился проверка показаний на месте. Проверка показаний свидетеля Агеева на месте тогда проводилась с разрешения лица, зарегистрированного и проживающего в данном помещении, то есть с разрешения сына Михаила Круга. Другие родственники, которые там не прописаны, постоянно не проживают, не должны там находиться, это тайна следствия. Они не имеют права находиться при Два следственном аспекта действии. позвольте дополнить. Первое – это тайна следствия, поскольку решение окончательно по делу не принято. Второе, немаловажно, это обеспечение безопасности участников следственного действия. Мы речь ведем о лице, который совершил несколько убийств. В каких-то случаях он сейчас обвиняет в совершении убийств голыми руками. Вот, это, да, он находится на пожизненном лишении свободы, представляет повышенную опасность для общества. И то следственное действие, которое проведено, это не следственный эксперимент, это проверка показаний на месте Агеева, просто называют следственным экспериментом. Оно было с участием Росгвардии, спецподразделений, МВД, вот, с обеспечением всех мер безопасности. То есть удалялись с территории, на которой предполагалось проводить следственные действия, все колющие, острые предметы, твердые, которые могли быть использованы тем же Агеевым с целью побега там, или причинения вреда следователю и всем остальным. При производстве следственных действий учитывается это. В данном случае решение лица, проживающего в данном доме, было получено от сына Михаила Круга, и это было достаточно. То есть нет необходимости у всех родственников получать разрешение на производство следственных действий, в том числе обеспечивать их явку, участие и во все услышания. Говорится не о разрешении, ведь мама Ирины присутствовала тогда, да, при том, когда они вошли в дом? Во время проверки показаний на месте? Нет. Нет. Что вы имеете в виду? Нападение, Во когда время это нападения, случилось. да. Ирина была. Да. А почему ее не пригласили, чтобы она присутствовала и слышала, либо опровергла, либо нет? Я объясню. Это не очень оставка. Мы говорим о следственном действии, проверка показаний на месте лица. Это может быть проверка показаний на месте свидетеля, обвиняемого. Она проводится с тем лицом, чьи показания проверяются на месте. Это тактика производства следственного действия. Она прописана уголовным процессуальным законодательством. И одновременно проверять показания нескольких лиц, собирать их в одно место, но это не является, скажем так, законным с точки зрения уголовного правового законодательства. То есть вы, получается, отрицаете, что была у Агеева сделка со следствием и что приговор может смягчиться до 25 лет? Никакой сделки мы с ним не заключали, ни устной, ни письменной, абсолютно. Вопрос о снижении наказания, либо
определенных преференций вообще не входит в компетенцию органов Следственного комитета. Мы это отрицаем, конечно. Скажите, вот уголовное дело прекращено, а действительно ли для этого требовалось согласие родственников Веселова? Да, уголовным процессуальным законодательством данное согласие предусмотрено. И оно получено. Она получена от обоих родителей. Ну, в случае, если бы они... Они ознакомились с материалами дела? Ну, Нет, в том это- объеме, в котором требовалось это их То показания. есть они согласны, что их сын убийца Круга, и реабилитации они не хотят никакой? Ну, в том это их случае, право. если бы они не написали подобного направили в заявления, суд, мы бы да? направили уголовное дело в суд. Вы Видимо, считаете, что в суде устоял на это дело? Однозначно. Однозначно, сомнений нет. Еще один вопрос. Вот на записи следственного эксперимента в доме Круга, который проводился с участием Агеева, Проверка на месте. видно, что он берет в руки пистолет, ну, макет точнее, да, и показывает, как наносился удар тещи. А кто удар-то в результате наносил, Веселов или он? Веселов. Веселов. Просто Агеев показал, как Веселов убил. Да. Да, это, опять же, повторюсь, это проверка показаний на месте, не следственный эксперимент, где он восстанавливает картину произошедшего, и данные показания им на следствие в условиях кабинета он воспроизводит на месте происшествия, показывает, где кто находился, где находился Веселов в данном случае, где находилась потерпевшая, в каком месте располагался там Михаил Круг во время нападения. То есть это все он демонстрировал в процессе производства этого следственного действия. За 17 лет в этом году. Да, То есть вот вы его туда не возили до этого? Агеев был вообще, в принципе, первый раз в своей жизни в данном доме. Не за 17 лет. Второй. Ну, второй раз. Первый раз убийство и второй раз То проверка есть показаний. он очень хорошо ориентируется в доме для второго раза. 18 лет. Не, однозначно. Ее никто не привозил, он Нет. физически находиться там не мог, находясь в местах лишения свободы. И до тоже. Но стоит... Просто если у вас есть сомнения в том, что мы его там туда возили, да, там до этого показали что-то, вы можете переговорить с тем же сыном, да, Михаила Круга. Он же скажет, да, привозили до этого, либо нет. Одну ремарочку объясню. Расположение комнат, мебели, паркета, расположение лестниц, то есть интерьеров, в принципе, осталось неизменным. В той части, где какие-то шероховатости, то есть были сменены цвет обоев, там расположение будки собаки, какие-то вот незначительные предметы, они в каждом случае своем оговорены в показаниях. То есть мы в этой части допрашивали лиц, проживающих там, где они показывали, где в какой части изменено. Изменено практически незначительно и незаметно. Поэтому... Просто называется, он очень хорошо ориентировался. А дом небольшой, в нем не заблудишься. Если человек находился там, спуститься с 3-го этажа на 1-й, с 1-го на 3-й по одной и той же лестнице, и зайти через черную дверь, она всего одна, перелезть через забор, который является невысоким, 2 метра 20 сантиметров, если не ошибаюсь, плюс-минус. То есть это в принципе для человека. И он воспроизводит, Агеев, события не только связанные с убийством Круга хорошо. Он рассказывает и о других обстоятельствах в рамках уже других уголовных дел. Также хорошо показывая место и способ. Да. Поверьте мне, находясь в доме, в котором лицо совершал преступление, и не сориентироваться на месте, но это нужно быть глупым человеком, либо иметь какие-то отклонения, связанные с ориентацией в пространстве. Дом небольшой, он не представляет огромного количества комнат, где можно было заблудиться. Одна лестница, то есть вверх, вниз, 3 этажа, веранда. Наоборот, если бы он путался, у нас были бы сомнения в правдивости его показаний. Можно еще, пожалуйста, вопрос тоже по следственному эксперименту? Получается, что Веселов нанес удар тещи, Веселов стрелял. А что делал Агеев? Просто стоял? Вот его действия в этом доме какие были? И сколько вообще они просидели в этой подсобке? Расскажи про кражу. То есть, с чего изначально планировалось нападение? Сейчас подробно вам расскажет следователь, почему так это все произошло. То есть, может быть, Агеев просто и вообще ничего не делал? Нет. За спиной Веселова? Нет, изначально абсолютно. Агеев и Веселов проникли в данный дом исключительно с целью хищения имущества Воробьева. В частности, ценностей и икон, коллекция икон, которая была у Михаила Круга в доме. Они проникали туда с целью совершения преступления, но не с целью совершения убийства. Заказ на совершение убийства им никто не давал. А в данном случае имело место быть эксцесс исполнителя. То есть, когда другие соучастники не отвечают за действия одного из них, действия которого вышли за пределы их совместного умысла. И Веселов, и Агеев тщательно подготовились. Как они будут проникать в дом? Через что? Через забор. Определенное место нашли, через которое перелезли через забор.
проникли через заднюю дверь. При этом оба удивились, что дверь была открыта. Они планировали каким-то другим способом проникнуть в дом, потому что не ожидали, что дверь окажется открытой. Но вместе с тем все родственники Михаила Владимировича поясняют о том, что двери в дом практически никогда не закрывались. Когда они проникли в дом, они начали там осматриваться, ходили по этажам. Поднялись на 3-й этаж с целью там осмотреться и найти, может быть, потому что они не знали конкретного места, где в доме находятся ценности. Им такие детали Костенко не сообщал. Костенко им сообщил, что в доме отсутствует сигнализация, и хозяева будут также отсутствовать в доме, так как день города, и Михаил Владимирович должен был выступать на дне города Твери. Соответственно, Костенко сказал, что до салюта они должны примерно освободиться. Что они начали делать? Сколько они по времени примерно находились в доме? Агеев на настоящий момент, он говорит, я не могу сказать, сколько мы там были, там час или 1,5 часа, потому что и времени, да, довольно длительно прошло. Он говорит, ну и мы времени не считали по часам, сколько мы там находились. Себя Агеев вину за то, что он совершил покушение на кражу в составе банды, да, по заказу Костенко, он ни в коем случае не снимает. Да, он поясняет, что первым тещу Михаила Круга ударил Веселов, но тот же самый Агеев начал помогать Веселову, пытаться ее успокоить, связать они хотели женщину, чтобы она не кричала, и они могли беспрепятственно покинуть помещение 3-го этажа. И, в принципе, как поясняет Агеев, если бы им удалось тихо, спокойно, если бы она не начала кричать и не пришла бы, Ирина не прибежала бы на 3-й этаж, они бы связали женщину, оставили ее там лежать на диване и точно так же убежали по лестнице, перелезли через забор, сели в машину и уехали. Но пришла Ирина, которая начала кричать, они уже оставили женщину, не связывая ее, и побежали по лестнице вниз. Но на пути вышел как раз Михаил Круг. Дополнить еще хотел, то есть по их плану и по наводке Костенко в доме никто находиться не должен был. То есть это должно быть тайное хищение в отсутствии проживающих в нем лиц. И поэтому, когда они беспрепятственно проникли в дом, следствием установлено, почему двери были открыты. Очень много вопросов возникало по поводу собак, и на это было акцентировано внимание, проведена большая работа. Двери действительно, задняя дверь, она не закрывалась практически никогда. Об этом говорит и сам сын Михаила Владимировича, и Ирина, и другие проживающие, и бывающие в этом доме люди, что дом для Михаила Круга, он не являлся крепостью запретной для кого-то. Касаемо собак, имелось 2 собаки. Значит, одна из них была достаточно старой и доброй, в принципе, практически не лаяла ни на кого. Она была расположена с другого конца дома и сидела в будке. То есть, в принципе, она не могла не видеть, там, не слышать проходящих в дом лиц. Вторая сторожевая собака, которая представляла опасность для нападающих или для находящихся в данном доме Веселова и Агеева, она отсутствовала в доме на момент совершения проникновения. Это установлено, поскольку собак они находились в другом месте. Значит, после того, когда они находились на 3-м этаже, то есть мы предполагаем, что по тактике сверху спуститься вниз и уйти проще, чем начинать воровать с 1-го этажа и по 3-й, а потом опять спускаться. Они поднялись на 3-й этаж. Находясь там, осматривая помещение, услышали шорох, какие-то звуки, свидетельствующие о том, что кто-то домой пришел. В этой связи им было принято решение, что необходимо подождать, пока звуки утихнут, либо кто-то из дома уйдет вовсе, либо люди уляжутся спать. И для них было неожиданностью, что на чердачное помещение, на 3-й этаж, поднялась теща, включила телевизор и уселась его смотреть. То есть они понимали, что долго в таком положении находиться не могут, прятаться, что женщина спать пока не собирается, и было принято решение ее как бы, не ликвидация, а обезвреживание. То есть Агеев и Осипов вместе подошли, вернее, Агеев и Веселов вместе подошли и в данном случае совершили нападение на женщину. В последующем, вернее, даже в это время им было принято решение, что красть уже ничего не получится, бесследно и по-тихому, так сказать. Было принято решение скорее покинуть дом, дабы не быть изобличенным в совершении преступления. И во время этих действий по уходу с места происшествия как раз-таки они столкнулись и с Ириной Круг, и с Михаилом Владимировичем, что было для них как бы в данном случае неожиданным. И еще хотелось бы добавить относительно собаки. Стаффордширский терьер, которого в итоге застрелил Веселов,
он проживал в доме, но он лаял на всех, то есть он слушался только Воробьева. И в том числе в свое отсутствие, вот они в тот день уезжали с супругой и детьми, уезжали на дачу к другу, к Телешеву Леониду Михайловичу. Дома оставалась теща и по соседству, соответственно, мама Михаила Круга проживала. Собаку закрыли в гараже, чтобы женщинам тоже она не причинила никакого вреда. Из гаража собаку вывели уже вечером, с ней погуляли и привязали на первом этаже у лестницы. И как раз собака помешала выходить. Также еще хотелось бы пояснить, что факт того, что Михаил Круг должен был выступать на Дне города Твери в тот день, был общеизвестным. Он всегда закрывал День города Твери своим концертом. В 2002 году он принял решение не выступать на Дне города накануне происшествия 29 июня вечером. Телешев Непосредственно перед концертом, можно сказать. присутствовал вместе с ним, когда Круг узнал о том, что его несколько обманули с оплатой по концерту, то есть там его попросили выступить бесплатно, он на это согласился. А при Телешеве ему позвонил человек, который выделил деньги на это выступление. Он очень разозлился этому и принял решение неожиданное для всех о том, что он не будет выступать на Дне города Твери. И также еще необходимо добавить, что теща Круга постоянно в доме вместе с ним не проживала и приехала туда тоже только 29 июня, и никто об этом не знал. Она просто ранее взяла билеты, поменяла билеты и приехала неожиданно. Никто об этом не знал. То есть Костенко об этом известно быть не должно было, в принципе. Вот Веселов и Агеев находились в доме, а не ждал ли кто-нибудь в машине? Был водитель или они вдвоем? Ждал. Был Третье водитель. лицо. Третье лицо было? Да, третье лицо Можно было. сказать об этом? Ну, мы можем в двух словах, соответственно, об этом сказать. Это он не входил в состав банды. Если вам, наверное, известно, что Веселов, будучи в составе банды Костенко, занимался, скажем так, крышеванием трассы Москва-Санкт-Петербург. И там был ряд охранников. Вот один из этих охранников находился там. Он был осведомлен о... Нет. Его просто не поставили в известность. Они не задавали вопросы. Он мертв. Их видели накануне. Их Вместе, видели в тот есть же день, показания они о том, были что вместе, уезжали. но на настоящий момент допросить его не представляется возможным. В 2016 году он скончался. Установлено, на какой машине они приезжали. До 2016 его личность не была известна. Его личность была установлена в течение 18-19 года. Вы знаете, это очень громкое преступление, соответственно, наверное, он кого-то об этом рассказывал. Вы постарались установить лиц, кому этот третье лицо рассказывал, что, представляете, а я в день убийства Круга стоял на машине возле его дома. Мы установили тех лиц, которые непосредственно видели Агеева, Веселова и это третье лицо в день убийства Круга. И они ехали на дело. И машина установлена, какой ехали. И установлено, почему они взяли именно Он с третьего никому не свидетеля. рассказывал, да? Ну, не установили этих людей, кому бы он рассказал. Все-таки прошло много лет с момента убийства. Ну, надо понимать, подъехали не к дому Круга. Не к дому. Не к Нет. дому, не Они непосредственно. непосредственно ко входу в дом. Они подъехали непосредственно в близости, то есть через определенное расстояние. Прошли пешком. Я все-таки понял, когда Круг увидел, что он стоял в 20 метрах. Не факт, что он вообще знал, что Круг проживает в этом доме. Начнем с этого. Ну, понятно. А действительно, Агеев до сих пор в Твери сейчас находится, Да. Уже- Нет, он уже находится не в Твери. доехал, да? А действительно его вывозили на следственный эксперимент в Кимры, где он сознался в еще одном убийстве и назвал имя заказчика. Это не то, о чем он говорит, что расследуется Ну, еще ряд скажем так, это то, о чем мы говорим, что расследуется ряд уголовных дел, о том, что рассказал Агеев в данном уголовном деле. Во-первых, это выходит за пределы нашей конференции, во-вторых, это является пока тайной следствия. Да, он рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления, а о каких обстоятельствах, это будет уже известно позже, Но это не то уголовное дело, о котором было написано в Тверграде. если вы про это. Ну, мы там предположили. Еще вопрос уточняющий, раз уж речь зашла о Костенко, как об организации этого преступления. А раскрыто его убийство или нет Костенко? Иосифа старшего? Пока Ну, нет. ему пустили? Нет? Пока нет. Ну, ведется следствие. Работаем в этом направлении. Работаем. В этом году много преступлений прошлых лет раскрыто, в 2019 году. Там сколько, Андрей Петрович, уже преступлений? 5 убийств раскрыто. Ну, скажите громче, чтобы вы слышали. Только в 2019 году Следственным управлением по Тверской области при оперативном сопровождении аппарата управления МВД России по Тверской области, Андрей Петрович, 5 убийств у нас раскрыто.
А прошлых лет. Это те, которые в суд уже направлены. А в общем Добавили количество в суд. преступлений свыше Но 35. работа продолжается в данном направлении. Это будет известно уже. То есть ежегодно полномерно Следственным управлением раскрываются десятки преступлений прошлых лет. И, как правильно сказал Сергей Игоревич, что раскрытие дела Круга это было делом чести. На самом деле, не хочется хвалиться, но испытываешь моральное удовлетворение, что все-таки самим удалось разобраться в ситуации, понять, кто, за что и почему. Ряд стечения обстоятельств. Ну, говорить о том, что можно было спасти Михаила Круга, ну да, это много этапов. Это я уже за пределами, скажем так, следствия дам комментарий. Много этапов, когда, да, непреднамеренное убийство. Можно было обойтись, но не получилось у них вынести имущество, деньги, ценности, иконы. Можно было там как-то иным образом побить, может быть, причинить там телесное повреждение. Сложно сказать, почему в эту секунду именно возникла мысль нажать на курок. Сложно залезть в голову. Плюс этап оказания медицинской помощи. Тоже определенное стечение обстоятельств. День города. Скорая помощь ехала очень долго. Так и не доехала, пришлось отвозить его самостоятельно в больницу. В больницу как быстро оказали ему медицинскую помощь, тоже вопрос. То есть, ну вот ряд таких стечений обстоятельств, ну поэтому, конечно, я сам лично слушал творчество Михаила Круга, испытываю к этому определенную симпатию. Многие жители Твери гордятся, что такой человек жил в этом городе. Поэтому, поверьте мне, при раскрытии ряда других убийств всегда в голове держали идею и желание надо дожать, надо добить, надо доделать. Все-таки осталось чуть-чуть. Но я рад, что это получилось. Сейчас, секундочку. Возвращаясь к Агееву, скажите, пожалуйста, вот следователь сказал, что не было эксцесса преступления, да, но неужто ему в этой ситуации ничего нельзя предъявить или уже за сроком давности, как бы, покушение там на кражу, не знаю, что-то. Почему в отношении нельзя? Агеева выделен материал в отдельное Конечно. производство. В отношении Агеева выделен материал по факту совершения им в составе банды покушения на кражу. В отношении Агеева, Да, в отношении отдельно. Костенко И прекращено по сроку давности. Ничего не прекращено, решение не проводится принято. процессуальная проверка. Позволю он такой вопрос из области... Я извиняюсь, может кто-то еще хочет задать вопросы? Мы все время как бы вам уделяем внимание. Я не против. Если Не поднимает руки, просто это... есть желающие, которые хотят задать вопрос. Хотела бы услышать другие приоритетные версии. Были ли они до этого? Да, было ряд версий рассмотрено при начале расследования данного уголовного дела, в принципе, в процессе расследования данных уголовных дел. Это начиная как из стандартных общепринятых версий, так и с учетом особенностей характеристик личности Михаила Круга, его связи, образа жизни, круга общения. Отрабатывались многие версии, и причем в ходе отработки этих версий как раз-таки все больше и больше получали информации о том, что это все-таки совершено преступление из банды Тверских волков. И в ходе вот отработки этой версии более тщательно, проведения работы именно оперативных служб, привлечения своих методов, сил и средств, которые мы озвучить не можем ввиду их секретности, был получен достаточный объем информации. Это однозначно заслуга и МВД России. Вот у меня Тверской области. вопрос по этой же теме. Но он немножко, я прошу прощения сразу же, немножко из желтой прессы. Прошли сейчас сведения о якобы близких отношениях между Ириной Круг и Агеевым. Были ли они знакомы, были ли у них какие-то отношения до? Давайте я Да, давайте постараюсь ответим. вам На это ответить тоже данный выделяли вопрос. большое внимание следственным путем, проверяя причастность Ирины Круг. Это была одна из версий, в том числе, не буду скрывать, которая проверялась оперативным путем, следственным путем. Проведена определенная работа, результат это сообщит Алина Владимировна. Да, соответственно, причастность Ирины и ее знакомство с исполнителями, да, данного нападения на дом, с исполнителем убийства, все это было проверено. Мы сами видели в средствах массовой информации сведения о том, что якобы в уголовном деле есть фотография, где изображены Ирина Круг, Агеев и Веселов. Это полный бред. Никаких фотографий в материалах уголовного дела подобных нет. И следствия не представлялись оперативным путем, Ни не довода, добывались. нигде этого нет. Мифическая фотография, которая никому до сих пор не показана. Знакомство подтвердился, нет? Поясню. Веселова Дмитрия
Ирина не знала, никогда не видела и о нем не слышала. Она была знакома с однофамильцем Веселова Дмитрия, Веселовым Андреем, который был в 2003 году Не являющийся ее родственником, около его родственником. Лазурного. Да. Также членами банды волков он был застрелен. Никаким родственником или знакомым Веселова Дмитрия Веселов Андрей как бы не являлся. Ну, знакомым как бы постольку-поскольку. Соответственно, самого Веселова Дмитрия Ирина не знала и знать не могла. Касаемо Агеева, знакомы они, что «здравствуйте, это Ирина», «здравствуйте, это Саша», они не были. Представлены они друг другу не были. При этом и сам Агеев, и сама Ирина не исключают тот факт, что Ирина посещала уже после смерти Михаила Владимировича на Новый год. Она приходила с Веселовым Андреем в Лазурный. Возможно... Опять же, отметим, что Веселов Андрей также не является родственником Веселова Дмитрия. Да. Соответственно, виделись ли они там или нет, возможно. Но опять же, другие свидетели допрошены, кто присутствовал на том праздновании Нового года, Ирина не уходила со своего столика. Она там сидела с Веселовым Андреем и с еще одной девушкой, у которой незадолго до празднования того Нового года убили сожителя. И никуда она не отлучалась, как говорит, опять же, та же самая Живнова, нигде она не плясала, не танцевала, ни с кем не обнималась. Никаких оснований доверять там тем же самым показаниям Живновой в том плане, что якобы Ирина была с ними знакома, они были вхожи в дом, у следствия нет. Это все полностью опровергнуто. Она с ними знакома не была, фотографий у них совместных нет, в дом к ним они были не вхожи. Ни Агеев, ни Веселов до момента совершения преступления в доме Михаила Круга не были. И опять же необходимо добавить, что Ирина на момент 2002 года она была беременная, она родила ребенка только в мае 2002 года. Опять же, это все, естественно, проверялось, но как беременной женщине, которая только приехала из чужого города в город Тверь, найти здесь сразу же быстро людей и организовать убийство, это тоже надо постараться на 9-м месяце беременности. Отрабатывали эту версию подробно. Расследование. Что касается последнего периода, наверное, самого такого насыщенного, самого яркого, какая именно улика? Какой, может быть, вот что именно подтолкнуло к тому, чтобы поставить точку в этом громком деле? Отвечу. Ну, давайте как бы немножко поправлюсь. 17 лет с лишним это велись оперативно-розыскные мероприятия. Срок следствия гораздо короче, потому что он предварительное следствие по данному делу, как и по другим, периодически приостанавливалось, возобновлялось при получении дополнительной информации. Была информация, полученная оперативная органами внутренних дел, о том, что имеются дополнительные свидетели, которые можно допросить и закрепить их показания следственным путем, которые в целом дают значимую для следствия информацию и раскрывают события тех преступлений. В этой связи, опять же, в рамках планомерной работы по раскрытию преступлений прошлых лет, я говорю, что нам удалось и установить тех лиц, которые ранее не попадали в поле зрения, и установить их местонахождение, допросить, в том числе изобличая Живнову в лжи в показаниях, согласно которым она делала алиби Агеева. Мы установили эту цепочку, то есть кому она обращалась, как, о чем просила. Установили лиц, которые дают показания со слов где-то Агеева, где-то находящихся с ним в непосредственной близости после совершения преступления, которые характеризуют его поведение. Дают показания те лица, которые общались с Осиповым, где-то с Костенко, были вхожи в дом. То есть проведен большой объем работы, кропотливой работы. Это заслуга, конечно, Алины Владимировны большая, что она сумела все это скомпоновать, провести большой анализ, разработать тот план следственных действий, который позволил в итоге последовательно скомбинировать работу следственную и оперативно-розыскную таким образом, чтобы эти показания взаимодополняли друг друга и складывали общую картину и позволяли провести ряд следственных действий для общего сложения всей ситуации, как пазла. Поэтому, я думаю, в 2019 году это удалось дополнить те пробелы в следствии, которые ранее имелись. Какие именно там улики, так называемые, сложно сказать, это и показания свидетелей, но не только исключительно показания самого Агеева. Еще раз говорю, Агеев признался в самый последний момент, когда, в принципе,
было достаточно нам все в подробностях известно. Кроме мелких деталей, происходящих, которые мог знать только Агеев и Веселов на месте преступления. То есть мы, в принципе, изобличили всю ложность версии, выстроенной Агеевым и Живновой в те годы. То есть Агеев признался уже здесь. То есть И он признался уже здесь, в Тверской мы области. грубо говоря, были готовы к общению с ним. Мы понимали, что он готов с нами общаться. Мы его заказали сюда этапом, он приехал с Харпа. Здесь был с ним составлен финальный разговор, и после этого он только признался. То есть было не так, что он там где-то написал, лишь бы покататься, да, как бытует немного. Приехал сюда, и мы за это зацепились. Там он, скорее всего, Механизм понимал, был для другой. чего его этапируют. Он мог догадаться, для чего, для каких целей. Абсолютно. Но ему никто не говорил, что вас этапирует господин Агеев для дачи показаний по делу Круга. То есть для него это было тоже определенной неожиданностью. И мы этапировали не только Александра Агеева, а ряд других лиц. И не только в этом году. То есть мнение, что это как бы все сделано для статистики. Какой статистики? Ну, для раскрытия дела. Вот еще одно дело раскрыто в этом году. Вы думаете, что Михаил Круг заслуживает какой-то палочной системы в таблице? Я не говорю сейчас о Михаиле Круге, я говорю вообще сейчас просто вот убили человека, вот произошло. Мне даже неприятно отвечать на этот вопрос. Честно вам скажу, я вам объясню ситуацию. Это... Влад Иванович, можно я сейчас объясню вам Да. ситуацию? У нас создано следственное управление специализированное подразделение по раскрытию преступления прошлых лет. Данная работа проводится в тесном взаимодействии органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Вы назвали цифру 17 лет и 3 месяца расследовалось преступление. Я могу сказать, что мы раскрыли преступление, которое совершено было 24 года назад. Человек изменил внешность. Но работа продолжалась. И в городе Торжке он совершил это убийство. Оно было раскрыто. То есть это идет планомерная работа по всем преступлениям, совершенным в прошлый год. Касаемо статистики, еще раз говорю, никакой статистики здесь абсолютно не существует, которая позволила бы получить там какие-то положительные отзывы в отношении следователя там, или меня как руководителя. Для статистики, если вы говорите о ней, это обычное дело, одно из тысяч дел, одно из сотен дел оканчиваем следственным управлением. Оно ничем не отличается абсолютно. Это моральная составляющая следователя, моя, там, наших коллег, что есть преступление, которое осталось нераскрытым, и оно громкое. Оно интересное на самом деле. Для следователя это очень интересное дело. Почитать его, вникнуть, окунуться в ту сферу, в те 90-е, те начала 2000-х, понять, что, как работало, как взаимодействовало. Это интересное убийство, это интересное для следователя, для следственной работы дело, которое приятно расследовать. Я вам скажу так. И поэтому говорю, лично мы испытываем все моральное удовлетворение определенное. Владимир, вы не стали после этого, вот вы занимаетесь очень насыщенно этим делом, не стали поклонницей Михаила Круга? Сколько вам лет было, когда вы убили? Мне 13. 12 или 13. Было лет, когда... такой вот ярой поклонницы, чтобы... Как ваш коллега. Я ярый песни поклонник, я слушаю не разные могу песни. сказать. Я тоже слушаю разные песни, но в том числе его творчество я уважаю, и ряд песен я, если по радио, я никогда не переключу. Даже там на флешке в машине есть, наверное, пара песен, которые периодически... Ведь он пел не только про воровской и бандитский мир, у него есть очень много хороших, красивых песен. И про Тверь, Да. и в целом про любовь и жизнь, как поют все остальные. Но это уже другая тема для разговоров. Еще вопросы есть у кого-нибудь? Тогда завершаем. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Да, можно, конечно. Единственное, там можно разложить вам поудобнее. Да, вы молодец. Да.